В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Развитию Арктики в целом в стране и, в частности, у нас в республике уделяется большое внимание. Один из стратегических указов главы Якутии направлен на социально-экономическое развитие арктических районов. Об актуальных вопросах поддержки арктических районов мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Михаил Погадаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, глава Якутии сообщил, что по поручению президента России у нас правительство утвердило досрочные планы комплексного социально-экономического развития, и среди которых есть Тикси, Найба и важнейшая точка Якутии на побережье моря Лаптево. В чем важность этого решения? Да, действительно, правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития сети опорных населенных пунктов в Арктике, и в числе 15 таких опорных пунктов числится наш Тикси Найба. Конечно же, это очень важное решение для нашей республики. И реализация данного проекта, который уже разработан, это мастер-план развития агломерации Тикси Найба. При его реализации кардинально изменится транспортная доступность наших не только Булунского района, но и других арктических районов. И, конечно, это позволит обеспечить труднодоступные территории круглогодичным обеспечением с выходом на Северный морской путь. Также это позволит реализовывать крупные проекты по освоению природных ресурсов в Арктике. И, соответственно, это за собой потащит и развитие социально-экономического положения наших арктических районов. Поэтому, конечно, это очень такое важное для нас решение. И этот проект Тикси Найба предполагает комплексное развитие инфраструктуры, то есть это улучшение качества жизни населения, это развитие науки, технологий и реализация новых проектов, которые позволят нам говорить о социально-экономическом развитии всей нашей Арктики. То есть значение будет иметь для развития Арктики большое в целом. Да, конечно, это действительно структурное развитие нашей экономики в том числе предполагает, и в целом, если мы говорим про арктические проекты, то как раз будущая новая экономика Якутии будет прирастать Арктикой. А какова в целом сейчас ситуация со снабжением арктических районов? Одним из основных направлений деятельности нашего министерства является обеспечение социально значимыми продовольственными товарами арктических районов и завоз в труднодоступные, отдаленные населенные пункты республики. У нас основным оператором по завозу социально значимых продовольственных товаров является акционерное общество «Арктическая торгово-логистическая компания». Общество у нас является, по сути, единственной, наверное, такой крупной оптовой торговой структурой, занимающейся завозом социально значимых продовольственных товаров, начиная еще с 2003 года, и обеспечивает жизнедеятельность наших населенных пунктов в Арктике. АТЛК, сокращенно, это занимается хранением, транспортировкой и сбытом социально значимых продовольственных товаров и имеет определенную инфраструктуру, это и базы хранения, розничную сеть в 15 улусах республики, в городе Якутске. Также имеет 10 торгово-логистических центров, которые были построены за последние годы. И в этом году мы также вводим еще 3 торгово-логистических центра. Это в Оленьке, Чукурдахе и Сакарире Ивано-Батантайского района. Таким образом, мы полностью, все арктические районы, вся Арктика у нас будет обеспечена торгово-логистическими центрами для обеспечения завоза продовольственных товаров. Также у компании имеется овощехранилище на 5000 тонн в городе Якутске. Имеется свой флот из 6 судов разного класса, автотехника 14 единиц для завоза в зимний период. То есть вся необходимая инфраструктура и обеспечение у компании есть. Кроме этого, имеется детский молочный комбинат, земельные участки сельхозназначения и так далее. В автозимник 2025 года нам удалось обеспечить 150 населенных пунктов полностью продуктами питания. Заключено 176 договоров купли-продажи.
отсрочкой платежа до конца 2025 года вот, на сумму более 220 миллионов рублей. Вот, труднодоступные населенные пункты также были доставлены продукты с расчетом того, чтобы нам хватило до следующего автозимника. Вот. Конечно, в этом году были тяжелые у нас условия навигации, и, к сожалению, нам не удалось доставить продукты по маршруту Нижнеянск-Усть-Куйга и Чакурдах-Белая гора, да, в связи с низким уровнем воды на реке Яна, на реке Индигирка. Вот. И, соответственно, планируем завести требуемый объем продовольствия в автозимник, в период работы автозимника. Также у нас планируется доставка расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров в Арктику. И это будет осуществлено авиацией. У нас предусмотрена доставка 450 тонн по плану. Да? Из них 313 тонн это самолетами до районных центров. Вот. И 137 тонн это мы доставляем в труднодоступные населенные пункты уже малой авиации. Вот это так называемые зеленые рейсы. Вот, поэтому снабжение идет в плановом режиме. А что сделано в этом году для повышения уровня самообеспеченности в Арктике? Ну, Арктике уделяется большое внимание в нашей республике. И вот вы тоже об этом отметили, что подписан один из стратегических указов главы республики Арсения Сергеевича Николаева по развитию именно Арктики. И в этом году, например, в Арктике был введен крупнейший по площади торгово-логистический центр в Верхоянске. До конца года, как я уже сказал, мы планируем ввести еще 3 торгово-логистических центра. Таким образом, вся сеть уже будет создана. Также впервые за многие годы в Арктике стали вводиться такие крупные сельскохозяйственные объекты. Да, например, в том же Верхоянске построен и введен современный коровник на 120 голов и модульный молочный завод. Вот. Также создан современный животноводческий комплекс на 60 голов в селе Алакокёль Среднеколымского района. В Якутске мы вот недавно на днях ввели цех переработки сельскохозяйственной продукции, как раз таки вот той продукции, которая будет привозиться из арктических районов, перерабатываться в городе Якутске в целях обеспечения населения высококачественной местной продукцией и завоза в наши северные арктические районы. Это имеется в виду производство консервов из мясной продукции, ягод, овощей и так далее. Кроме того, у нас есть государственная программа развития арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера, в рамках которой мы также предоставляем субсидии на поддержку наших предпринимателей в Арктике в части обеспечения оборудованием хлебопекарен. Вот в этом году у нас было выделены субсидии 7 районам. Это Булунский, Алайховский, Верхоянский, Среднеколымский и Устьянский районы, где мы поддержали наших хлебопекарей. Вот помимо оборудования, да, вот каким образом еще осуществляется поддержка местных товаропроизводителей? Ну, существует, кроме нашей программы, существует также программа и Министерства предпринимательства, развития туризма, тоже поддержка наших предпринимателей. Конечно, в Арктике сегодня нашим предпринимателям очень непросто, очень нелегко. Вот. Но вот в те же, допустим, торгово-логистические центры, они были как раз-таки рассчитывались и на то, что вот предприниматели также будут пользоваться вот этими площадями для реализации своих проектов в области малого предпринимательства. Население вот в Арктике, что сделано в этом году? Население в Арктике с каждым годом сокращается. Почему это происходит? Ну, сокращение численности действительно у нас наблюдается в арктических районах. Оно происходит за счет миграционной убыли. Вот, например, в прошлом году порядка 180 человек выехало из Арктики. Вот. Ну, здесь причины — это тяжелые климатические условия, транспортная недоступность, арктическое удорожание и являются объективными факторами, обуславливающими отток населения. Вот. Если раньше в советские годы
работники привлекались большими зарплатами, социальными гарантиями и так далее, то с развалом СССР, конечно, многие населенные пункты, особенно вот те, в которых происходило промышленное освоение, да, эти поселки опустели. Вот отток населения у нас после 90-х был существенный, и сейчас он продолжается. Однако сейчас мы также наблюдаем увеличение доли коренного населения. То есть коренные жители не уезжают. Есть у нас районы, в которых проживают коренные малочисленные народы Севера. Вот у нас 49 населенных пунктов в Арктике, да, это порядка 70 населенных пунктов последней республики, которые относятся к местам компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Вот в этих поселениях население стабильное, даже в некоторых растет. Ну и растет вообще рождаемость в Арктике, она выше, чем в целом по республике, да. Например, вот в прошлом году родилось 868 детей, это около 8%, если, то есть при этом в Арктике у нас всего 6,4% населения живет, то есть мы видим, что темпы демографические в Арктике получше, но это связано с тем, что население в Арктике более молодое, вот, то есть демографический потенциал есть, и есть такие районы, например, Новоэнно-Батантайский, который даже вот с 90-х годов в Новоэнно-Батантайском на 7,8% выросло население. Вот, потому что жители связывают свою дальнейшую жизнь с той территорией, где они родились, где живут их родственники, предки, где жили. Вот, поэтому для устойчивого сохранения нашего населения, да, в Арктике требуется поддержка вот именно населенных пунктов всех, без исключения, где в том числе проживают коренные малочисленные народы Севера, где они ведут традиционную хозяйственную деятельность. Поэтому здесь необходимо смотреть не только с точки зрения промышленного развития, но и в целом развития традиционных отраслей Севера. Ну а в Арктику мы еще будем наблюдать приток населения миграционный, да? Он будет связан с реализацией как раз-таки проектов в Арктике. Вот расскажите про эти проекты. Ну, на сегодняшний день такими крупными инфраструктурными проектами является строительство атомной станции малой мощности в Усть-Куйге, также строительство глубоководного порта в Найбе, Булунском районе. И реализация этих проектов позволит освоить богатые и энергоемкие месторождения в Янской группе улусов. Также это позволит кардинально изменить транспортное сообщение, да, обеспечив труднодоступные территории круглогодичным сообщением с выходом на морской путь, как я уже говорил. Вот то, что мы вначале обсудили, то, что утвержден комплексный план развития агломерации, вот там по данному плану уже предусматривается более 5 миллиардов рублей на реализацию проекта строительства глубоководного порта в Найбе. Вот это первый этап будет, да. Кроме этого, строительство атомной станции малой мощности позволит, как я уже сказал, крупные проекты реализовывать. Это в первую очередь месторождение Кючус в Устьянском районе с привлечением более 1000 работников, то есть созданием новых рабочих мест и порядка 50 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Ну и также будут разрабатываться месторождения олова, других полезных ископаемых. Поэтому мы и говорим, что новая экономика Якутии будет прирастать Арктикой в будущем. Спасибо, Михаил Александрович, за такую подробную информацию, что пришли, рассказали. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.